городу, короче говоря, да? Будем посмотреть, что как. Потому что давно я здесь не был. Делать съемку по городу. Надеюсь, меня слышно. Я в наушниках. Наушники возле моего рта почти что. Надеюсь, меня будет слышно. Если что там... сейчас я проверю сам себя тоже. Проверю сразу. Из другого аккаунта проверить надо. Ага, сейчас я что-то напишу. Так, салям, салям. Салям, салям. Ну, короче, меня, надеюсь, слышно там, блядь. Меня слышно? Алло, меня слышно? Уже, короче. Можете написать кто-нибудь, меня слышно или нет? Я что-то сам себя не могу проверить. Один человек сидит. Нет, я слышно. Алло, меня слышно? Меня слышно? Уже, короче. Вроде слышно. Можете написать кто-нибудь, меня слышно или нет? Я что-то сам себя не могу проверить. Все, короче. Один человек сидит. Ну, надеюсь, слышно, короче, меня. Будем чисто просто прогулка. Просто будет прогулка. По городу. Посмотрим парк, короче. До него надо еще доехать. Так, 3 человека. Так, кто есть, кто нет. Рахмат. Просто будем ехать. Пишите тему. Да, сегодня будет встреча у нас вечером. Да, будем делать когда все работают. Отдыхать, как говорится. Снимает. Короче, если фигово что-то будет, напишите. Так. Все, вот делали. Ну, Жирина жидкозаляринга. Ремонт сделали, вот столбы понаставили, скоро свет будет. Ну, вроде там и свет и горит. Ну, порядок. Ровные дороги. Живи да живи. Не воюй даже.
тема. Понимаете? Нормально. А не то, вас понимать, и вы много говорите на своем, и не могу понять, говорите. Можно ли говорить по-русски, говорит. Хочет как бы понимать, понимаете? Ну, я ведь это по-разному говорю. Я принципиально изначально говорил, что я буду говорить на тех языках, которые я знаю. Потому что это и есть. Покажу. Видать, не видать? Блин, железка. Доставать тяжело, наверное, будет. Не знаю, не сломаю я вот этот. Держатель ломается. Опасно. Короче говоря, вся вон туда пойду, сейчас покажу. Исходя от этого, пытается понять, да, понятно. Некоторые писатели я сказываюсь именно украинцам, а чуть-чуть здесь поставим. Если меня слышно, надеюсь, да, кто-нибудь там можете чиркнуть, надеюсь, слышно. Если я высказываюсь украинцам, я пытаюсь доносить это до украинского народа на русском, потому что я украинский языка не знаю. Я бы, если бы я до такой степени любил бы учить языки, может, я бы и украинский выучил бы. Но, видите, мне такие темы неохота, я не люблю учить вообще что-то. Вообще, еле как я учил языки всякие. Ну, можно, если ходить в школу, там общаться с носителями, то можно учить язык, да. Если даже херовый какой-то норвежским я учил, как говорится, да. Вот так вот, и немецкий. Поэтому, туганлар, bizda только одна, это я так просто остановился, манзара, курсатам. Я что хочу сказать. Bütün bilgan tilimda men sizlarga tirisham narsa uchun. Eng muhim bizning Boshqirdiston ham Tatariston xalqini uyatirish uchun. Понимаете? Чтобы вам в голове не было мысли, что я какой-то там засланный, я как будто на кого-то работаю. Yok, bir kimga я не работаю. Mana ko'rib turasiz, velosipedda yurayim. Mening машинам yo'q, uyim yo'q menda. Bütün narsa kishiniki, как говорится. У меня ничего своего нету здесь, грубо говоря, кроме этого велосипеда. Поэтому у меня за мной никого нету. Я всегда говорил, у меня за мной только Аллах Таалам. Все, mana Alloh Taolamga если ishonsangiz, inonsangiz, Alloh Taolamgina bizga yordam berashak. И оружие в руки вам даст, и все такое, и дух вам подымет, а не люди. Мы просто будем доносить вам это. Вот во время пророка доносили, столько пророков было людям доносить какие-то темы, да, но никто не вкусил этого. Все были шайтанами, пактами. Исходя от этого, вы должны понимать, что если мы берем на своем пути вот таких вот направлений, мы сможем не только, как говорится, сделать независимость и так далее, а именно освободиться от мирового мира,
будет alles gut. Вот так вот. Ну, понедельник, люди на работе, с работы, наверное, все такое. Короче говоря, сори. Так, Егерма Икекиши, Рахмат. Чисто сейчас это прогулка, а потом вечером, как говорится, я к любителям, которые Башара Кураман деганларга, будет отдельный стрим. Я уже в других канале сидел, но там людей было очень мало. Вы почему-то не хотите подключаться на другой канал. Когда меня здесь не становится, когда меня блокируют, вы тоже молчите. Вы как-то на другой канал там пересаживаться, как-то научитесь. Когда меня нету, я не выхожу, значит меня блоканули. Это так, для будущего, да? Кому интересно, переходите на другой мой канал. Для этого Telegram подпишитесь, Telegram, я не знаю, могу WhatsApp тогда же. Разницы нету. Главное, если вам интересно, свобода Башкортостана, Татарстана, подключайтесь. Вас никто не заставляет. Главное, наша тема, она правдивая. Я здесь очень сердце ради Аллаха, у меня нет ничего там черноты сзади, кого-то наебать, кого-то обмануть, у меня нет смысла. Я, как в тот день мне кто-то еще говорит, а что тебе хуёв, говорит, в Европе? Поймите, жить как кишневенец, пусть Аллах, наверное, никому не дает. Это, знаете, как спиногрыз. Понимаете? Как кто-то мне когда-то говорил слово спиногрыз. Такие были девушки, которые говорили детям спиногрыз. Я, говорит, блядь, не знакомлюсь, говорит, с мужиками, у кого есть спиногрызы, говорит. А самое главное, у девушек, получается, дети, это не спиногрызы, оказывается, а у мужчины спиногрызы, оказывается. Я хуею, блядь. Поэтому, исходя от этого, я вот эти все свои темы чисто от себя. У меня нет никого. Я 1000 раз это говорю. Почему я это говорю? Потом вы можете сказать, нахуй ты оправдываешься. Нет, это не оправдание. Это именно то, может сделать каждый. Это как бы такой рекламный момент каждый. Если бы назвать его рекламой, это не реклама. Это конкретика призыва, что каждый может бороться за независимость. Бесплатно. Никому. Вам не надо оплачивать. Вас не надо покупать. Бесплатно. Знаете, ради Башкортостана и Татарстана можно действовать бесплатно. Зачем? Про деньги. Понимаете? Ой, надо ехать. Что я стою? Короче, тут непонятно про этот был проезд. Как-то, блядь, я машина нахуй затупил. Дуслар, понимать надо, что каждый из Башкортостана может с Татарстаном это дело делать. Как вот сегодня услышал такую хрень, что хуи какие-то жалуются, что начали свечи взрываться. Окопные свечи на войне начали взрываться. Понимаете? Смысл какой? Почему взрываться? Значит, какие-то партизаны, которые отправляют свечи, внутрь начали хуярить порох или что, я не знаю. Что за хрень? Короче говоря, начали взрываться окопные свечи. Вот и думайте после этого. Интересно, да? Момент интересный. Факт, что взрываются свечи. Момент. Не слышно, скажу.
ты здесь начинаешь искать у них работу, они говорят, нету, вот они все стоят, короче, вот которые все стоят, они стоят, этот, как это, короче, барыги, все барыги стоят здесь, вот, которые стоят, это пиздец, которые торгуют это всякой хуйней. Как бы здесь нормально, вот, молодец, ебать. Ну, в свободном Башкортостане, Татарстане явно так не будет. Вот так вот сразу, вот отсюда, наверное, пешком пойду нахуй. Неохота, блядь, вверх. Имеется в виду, наркоту продавать не дадим никому нахуй. Я попал. Мне надо будет потерял этот адрес. Такие конченые здания здесь, блядь. Ты можешь найти даже тот адрес, который нужен. Потому что все одинаковые. Страшные, блядь. Просто идешь и на тротуаре машина. И нихуя нет штрафа, наверное, я не знаю. Может, пока не видят. Хз, короче. Надо поискать. Где может этот, блядь, магазин быть? Явно не здесь, блядь. Далеко. Знаете, как будто дома, как будто все дома, как будто просто или что-то надо. Какой-то психушник. Всех, блядь, железные.
волны, блядь, на волны. Сука, где она может быть? Так, Егермей Кекеши. Плохо слышно, когда едешь. Все, Рахмат, все понял. Когда еду, плохо слышно, но потому что там внутри об землю дает этот микрофон, чем я говорю, короче. Понятно. Зараза. Ну ясно. Короче, херово. Это так, ладно. Блять, думаю, не могу найти. А вот это, наверное, было, она закрыта, блядь. Точно, блядь. А, нет, не это. Это тату какой-то, блядь. Вот оно, блядь. Все, оно, вот это было, ёпта. Пиздой накрылось оно. Видите? Все. Пизда. Вот это вот. Наверное, это. Огроменный. Все. Наверное. Ну да, наверное, оно и было. Вот я его... нет, вот, блядь, нашел. Ебаный в рот, блядь. Нашел, блядь. Так. Нашел. Сейчас. Короче. Ну, короче, ладно. Давайте в следующий раз приду. Все, нашел. Так, сейчас я на карту поставлю эту точку нахуй. Сейчас. Это сейчас. Сейчас я, сука, сфоткаю это место сейчас на другой телефон. И не мог найти, сука, вот это, прикиньте, блядь. Все, надо, короче, этот дяденька мне нужен, блядь. Дяденька этот. Сука, как его запечатлеть? Ага, вот, улица. Ага. На видео запечатлеть. Сейчас, так. Улица, короче. Вот этот подземка, улица. Конечно, можно было бы зайти, но пусть не ладно. Все, я понял, сейчас я на карте найду его тоже. Не мог найти, бля. Я-то помню, блядь, сука, что она тут, блядь. Сука, не мог найти, не мог. Сейчас, секунду. Ага, вот оно, блядь. Вот оно. Ага, сука. Сука, вот оно, блядь. Кстати, сегодня закрыто, он не работает. Но он как-то люди там ходят, но он закрыто. Что-то непонятно. Сегодня даже закрыто написано. Странно. Сейчас, секунду. Так, yo'lingiz, yo'ldoshingiz haq bo'lsin. Amin, rahmat. Так, ondan 7-ga qatnashgan и в воскресенье даже работают, оказывается, с 2 до 6. Нормальная тема. Ну все классно, короче. Все это радует. Все, едем дальше. Чуть-чуть будем этот ТикТок тоже будем снимать. Так. Ладно, короче, ТикТок потом поснимаем. Сегодня этот YouTube день. Если что, если не трудно, я там где-то оставлял. Если я... сейчас. Я сейчас по одной закину эти. Если кому не лень, можете подписаться. Я сейчас по одной закину ссылки, короче, в комментарии. Сейчас попробую найти этого. И мой эфир сейчас закину. Стану, значит, там. Если можете, вот я вам прям
такую услугу сделаю. Лишь бы вы подписались, да, так скажем. Сейчас зайду в этот свой эфир, где он идет. Найду этот эфир. Напишу туда вам. По одной ссылке закину. Напишу туда вам. Если не трудно вам подписаться. По одной ссылке закину. Напишу туда вам. Мне по одной ссылке закину. Напишу туда вам. По одной ссылке закину. Блять, шум его стоит. Сейчас. Если не трудно, кто может помочь подписаться. Сейчас закидываю. Я запасы шляп пойдем кубитеров. Вдруг, если кто-то что-то, будем оттуда выходить. Мне надо набрать то ли 50, то ли 500 человек надо набрать, чтобы эфир у меня начался. Не могу набрать так быстро, не наберешь. Так, сколько получилось? Так, дарите, пишем, это. А, вот это Башкортостан Алга 2 раза получилось. Так, сейчас. Еще раз надо. Сейчас, другой сейчас выкину. Что-то одно и то же пошло. Ну вот это все закину. А, все не идет. Все не идет, там много нельзя. Вот столько можно. Короче, этот, все. Примерно вот, если даже друг к другу, если зайдете, там можете подписаться. Рахмат Сизгазур. Вдруг, если меня сегодня я выйду уже, конкретика будет разговора, как обычно. В открытую будем говорить. Если меня бахнут, я буду на другом канале. Так, подготовлюсь просто. А так крайняк, телеграм, тикток. И шотсы, вот эти шотсы трехминутные. Ну, с ними далеко не пойдем. У меня один эфир только 9 часов идет. Ну, идти так дальше, да, ладно, что поделаешь. Подумаем. Вот эти переулков, манда, Биг Кубинда, ужасно, короче, ужасно просто. Так, мы что там, о чем мы говорили? Мы говорили получается, этим башлыкларга, по идее, ничего не надо, поймите. 18-летний пойдет мясо с Украины, разницы нету им, блядь. И то ли 30-летний пойдет мясо, им разницы нету. Они только одного должны понимать, что если они помогут Башкортостану с Татарстаном, а не как так, что, блядь, нахуй, как кошапчики, блядь, нахуй, просить Турцию, нахуй они нам нужны, блядь. Нам нужно конкретно сейчас овладеть ситуацией, помочь тем самым Украине, а Украина обеспечит нас оружием, чтобы мы пошли через Башкортостан в Москву. Вот эту задачу нам надо осуществить. Для этого 25-50 тысяч человек для нас, как говорится, нужно, чтобы мы могли сказать, что
Вот вам, 18-летних украинцев брать не надо, мы готовы идти. Башкортостан с Татарстаном, но для этого гарантия должна у нас быть такая, что... Гарантия должна быть у нас такая, что мы идем на Москву, тем самым мы идем, как говорится, обеспечивать свою независимость. Тем самым это будет и помощь Украине, это будет всем помощь, короче говоря. Потому что не мы же только будем пиздовать одни, блядь. И Кавказ пойдет, и другие тоже все пойдут, понимаете? Вот в чем прикол. Поэтому, исходя от этого, вот видите, даже тут ярмарка, все убрали. Все, порядок, видите? Короче говоря, мне не дают вот здесь торговать, короче, само собой. Когда будет эта бесплатная ярмарка, неизвестно. И как его видеть. Поэтому мы должны, Туганлар, сосредоточиться именно в этом. В том, что мы из Башкортостана с Татарстаном можем и хотим помочь, чтобы Украина победила, и тем самым мы стали независимыми. Видите, как говорится, удобно. И им удобно, людей не надо искать, гнобить своих 18-летних. И нам удобно, блядь. Мы свою независимость берем, они свою свободу берут, блядь, понимаете? Вот всем хорошо, а вы не можете услышать этого. Вот так, примерно. Как один мне написал, какой-то чувак, короче, в тот день в ТикТоке, говорит, надо с кем-то поговорить, говорит, с каким-то Тураном. Каким Тураном, нахуй? Мне Туран, хуян, блядь, нахуй не нужен. Мне нужны те, которые конкретно, адекватно, как говорится, хотят независимости Башкортостана с Татарстаном именно из нашего народа, а не с какие-то тураны, хуяны, блядь, турки сраные. Вот здесь тоже их документы. Вчера как раз говорит, здесь одни, говорит, короче, наши, и, говорит, все, которые владеют какой-то работой. И все, говорит, наебщики. Все наебщики. Все нам такие специалисты нужны. Именно с турецким народом. Поэтому не нужно, как говорится, сравнивать их с нашими и говорить, что Миоларга Туган Тугуль, самое главное, блядь. Вот так, я в тот раз в эфире объяснял об этом, что я ебал я в рот, нахуй. Мне с ними детей не крестить, как говорится. Потому что они любят, нахуй, на 2-3 стульях сидеть, блядь. Я не из этой категории, которые сидят на 2-3 стульях. Мне нахуй не нужно. Я изначально говорил, что мне нахуй, по сути, и Америка нахуй не сдалась. Никто не нужен, блядь. Просто поймите, если сам народ поймет это, башкортолян-татар, то нас хуй кто победит, вы вот этого не можете понять. Если мы сами будем стоять биться, бізге бірінші зур ярдам берген была Аллах Таалям. Аллах Таалям нам поможет. А вы, как говорится, пренебрегаете, вы игнорируете Аллахна ярдаман и склоняетесь к каким-то сраным туркам, нахуй, азерботам сраным, нахуй. Вот этой, нахуй, национальной критерии, блядь, нахуй. И вы тем самым отдаляете Аллах Таалямна. Вы ебанутые, вот которые вот таким мышлением, блядь, нахуй, создают, блядь, политику, нахуй. Понимаете? Потому что политики, по идее, все шлюхи, все проститутки, нахуй. Это нужно осознавать. А я, нахуй, не из этих категорий, блядь. Я из народа, блядь. Мин порахал, вот. Черный, вот. Черная, нахуй. Все черное, блядь. Примерно так. И так, давайте вот как-то заедем в этот парк, давайте в парк. В городе гулять тоже нехуй. Поедем в парк, блядь. Видите, вот везде стройка идет, и как в эту стройку попадешь, да? Вот стройка идет, а как в эту стройку ты попадешь? Никак.
Потому что нахуй здесь не коррупционная страна. Тут не надо на лапу давать узкожопым, депутатам и всякой хуете, блядь, которые используют тебя по-черному, потом в конце кидают нахуй. Особенно узбеков, кыргызов, таджиков. И патент им не нужен, нахуй, ничего не надо. Отработали, кинули, нахуй послали. Вот так вот. Тема гипель. Так, нет. Нихуя ничего нет. И каток был, помните? И каток нет. Пошли морозы, сейчас каткали. Это нет. Видите? Потому что все в одном приходят. А это цирковое представление. Все приходит в одном. Я не знаю, есть или нет, как в Германии, дендродены, мендродены, короче, вот такая вот хуйня, короче. Не знаю, мы будем посмотреть.
видно, не видно? Я еще телефон. Здесь Кунгамбу, ёпта твою мать, шаг мой, блядь. Короче, вот здесь кролики, давайте. Видать, нет? Вон кролик, видите? Сейчас приближу. О, видите? Такие упитанные кролики. Ну так вот, есть мини-ферма. Вот здесь, не знаю, что. Здесь павлинчики, блядь, вот рисунки, видите, павлинчики всякие. Как называется? Калиформес фасиандес. Фасиандес. Вот всякие. А, есть! Внутри они, вон они, бля, внутри не видно, конечно, бля. Внутри есть, конечно. У них вот здесь стекло, а наверху все клетка, короче. И как в клетке там теплее живут, нормально. Деревья. Здесь вроде были лошади или что-то было, блядь, здесь. Появились эти всякие здания. Вот здесь что-то загородили. Здесь что-то кофе, вот я говорю, блядь, пахнет что-то знакомое, не могу угадать. Что это пахнет? Вот так, блядь. Эй, козлы! Надеюсь, видать. Вот это надо поснимать. Сейчас я телегу тоже поснимаю. Я в телегу говорю, в этот, блядь. Тикток, короче. Ну, этот. Растений я не вижу, ни херыще, короче. Пока холодно. Но вот, считайте, сегодня 13-е. Ну вот где-то вот в начале февраля я в прошлом году вроде видел, блядь, то ли в начале февраля, то ли в середине или в конце. Короче, я видел, блядь, здесь были уже, блядь, цветы на вишне. Цветы на вишне были. Я охренел. Вот где-то была запись, в Ютубе есть она где-то. Да, вот. Была запись. Понял? Блин. И дела, короче. Да, какие-то эти елки дали, короче, елки они схавали, короче. Ну вот эти, наверное, елки понакидали, все это они схавали. Так, вот так поснимаем. Kezeler kırında. Кезе. Вот тебе. 4 козла. Они бы, наверное, выпрыгнули бы, наверное, через эту решетку. Они же везде могут прыгать. Короче. Все бы, наверное, могли бы. Вспомнил, знаете что? В детстве ни хрена не слышно, шум ужасный. Ну да, ну, когда я в дребезгах хожу, сейчас, наверное, слышно уже. В дребезгах хожу, это не слышно ни хера, да, правильно. Малыш плачет. Что-то он плачет, малыш, короче.
план. Когда я начинаю двигаться, наверное, ни хера не слышу. Дороги такие. Может и были, конечно, что-то я здесь не ходил, что ли? Ну, местный парк, да, парк. Ни хера не ходил. Сейчас вот, наверное, когда начинаю двигаться, наверное, ни хера не слышу. Микрофон у меня прям хата-хата. Козлы что, здесь тоже прыгают, что ли? Нихера себе. Пещера для козлов, что ли, или что это, блядь? Да не может быть, блядь. Построили для них, да? Такой вот пещеру, блядь, сделали. Самодельную, блядь. Самодельную пещеру. Видите? Не знаю, что за цветы, вот они просто охеревают. Не мерзнут, что ли, блин? Колючка какая-то, прикиньте. Ну, это еще... А, ну, не знаю, вот эти вот что-то свежие пошли, что ли. Вот я говорю, что все начинает расти. Я хотел показать, не видел. Через решетку ни хера не видно. Бисмилля. Просто этот боюсь сломать, блядь. Холод, блядь. Я уже один снимал. Так, все, вот так буду показывать им. Нахрен. Вот так лучше будет. И слышно будет меня. Ну, шла Юрий Безинда. Я был магач, блядь. Юрий Синин шла. Ну вот здесь вот народ этот чуть вот потеплеет, до хрена становится людей здесь. Вот здесь футбол играет, вон там есть турники, всякие, вот это спортплощадка есть еще добавок. Ну, парк. А, вот здесь надо же пройти. Вот здесь давайте пройдем. Здесь тоже есть животные. Где-то тут должно быть. Ну, конечно, все попрятались по хатам. А, вон барашки, короче, тут. 3 барана. 3 барана. Ну. Вот, видите? Бараны какие-то. Чё? Мамиферес, артидактулес, бувидес. Вот, видите, 15-20 килограмм они бывают, оказывается. Что-то там дальше еще что-то написано. Хз, короче. И вот они, откуда они? Original или de Куэсант. Вот из Куэсанта, оказывается, эти бараны, блин. Вот так вот. Бараны из Куэсанта.
Куйсант какой-то, блядь. Вот здесь что-то было вчера, в прошлом году. Ну, вот здесь, наверное, эти смотрят они все это дело. Фермеры какие-то эти. Зоологи какие-то. Ну да, вот здесь тоже дохера барана было. Тоже бараны здесь. Сейчас что-то их не видно. Так, да. Здесь козы. Ну, давайте вот про коз. Лорианы. Козы отсюда, оказывается. Вот отсюда, видите, наверное. Или не отсюда, а ни хера не отсюда. Ну, отовсюду, короче, они. Нет, это Лориана год. Это что за флаг, блядь? Хз, блядь. А, Франце, вот Лориана. Оттуда. Ну да, Франце написано. 50-60 килограмм бывает, оказывается. И 70-90 килограмм доходят эти козлы. Ни хрена себе. Вес у них как у нормального человека, да, так скажем. Вот это да. Кролики Роджеры. Ну-ка. Тоже местные, наверное, да? Какие-то Лориана какие-то. Тоже Франце. 80 сантиметров длина. И 2-2,5 килограмма. Ни хера не 2 уж, блин. Там больше, мне кажется. Такие огромные, блин. Вот такие вот это. Лепоридес. Лагоморфес. Маммиферес. Класс маммиферес какой-то. Ну, их там, наверное, много там. Просто пара человек, ну, человек, да, кроликов вылазит погулять. Вот так вот. Ну, явно они, наверное, вот отсюда выпрыгнуть же могут, убежать могут. Интересно. Очень интересно. Очень интересно. О, көрдіңізме нендей тілде сөйлешелер, башқа тілде сөйлешелер. Айтам бит енді шулар көп. Уж не буду произносить. До этого я говорил 12, помните? Вот одна из них на букву А. Так, ну давайте вот отсюда, ладно, хз. Чуть назад и вон туда пройдем. Здесь погуляем вот так. Вот здесь где-то были деревья, вот я хочу посмотреть. Вот где-то вот, ну, в Германии были дендродены, дендроденовский парк был, я не знаю, здесь дендродены есть или нет. Хз, короче, всякие вот такие, ну, фиг его знает, давайте зайдем. Ну, пока нету такого. Виноград это, блин. Реально это виноград, блин. О, видите? Тут подмерзло все. Виктор Хуго какой-то. Цветочки, меточки. Вот в идеале, да, этого Дуслар, вот в идеале было бы вот так хорошо, видите, вот здесь сейчас парк, вот с этим договориться, вот этот, да, ведь вот этими чуваками, выйти бы на них, договориться, можно было бы здесь сделать офигительный плов, понимаете? Плов, шашлык, блин, ё-моё, блядь. Дали бы нахрен мне возможность, уроды, что, блядь, мне что-то делать. Не дают ведь, блядь. Как это, блядь, дарт бар, дарман yok, дарман бар, дарт yok, блядь, из этой категории, блядь. Шулай, блядь. Охашлар пиздец, манда, блядь. Тысячелетний, нахрен, наверное. Хз, блядь. Ну, явно парк, он не 100-летний. Явно 200-300-летний парк, я думаю. Потому что, видите, деревья эти, блядь, пиздец, они не рубили. Да хрена их не рубили. Вот так вот. Вот, он, Курдыгес, что за растение, вон там какой-то рисунки. Вот хрен знает, что за растение, вот.
Видите, вот. Вот здесь есть всякие растения, есть они. Просто я что-то не могу, не вижу ни хера, они пока не выросли. Ну, или я не там хожу, но вот было точно здесь где-то было. Огач бары, блядь. В прошлом году я охренел. То, что оно, блядь, на холоде зацвело, блядь. Не может быть, думаю. И магнолия тут была. Я его говорил, это... этот, как это... Говорил каштан, блядь. Не каштан, это магнолия была. Магнолия такие, розовые цветы огромные. Блядь, вот эти, наверное, замерзли, да, блядь, вот эти поеботины. Видите, мана, нинди, огач, блядь, зур. Ну явно же, блядь, лет 200 этому дереву, блядь. Явно, блядь, он не маленького происхождения, так сказать. Вот это тоже, блядь. Надеюсь, меня слышно. Көрдіңіз нинди кин. Америкадагы кинеңнеке, блядь. Он надо yazılgan даже. Сейчас посмотрим. Что там написано, блядь. Sequoiadendron giganteum. Sequoia giant. Америка du Nord. Северной Америки, блядь. Дерево из Северной Америки. Прикиньте, блядь. Дерево из Северной Америки. Ёбаный в рот. Конечно, он гигантус, блядь, тут. Гигантус. Видите, вот. Ёлка какая-то, блядь. Арча это типа. Да? Ну-ка, иси бармки. Ну-ка. Нихуя. Ну, может, есть запах, но что-то не выходит. Надо этот. На вкус попробовать. Вот точно же, вот точно из фильмов американских, видите, вот по корням, короче, можно узнать, что вот из фильмов американских видно, что дерево, ёбаный в рот, а корни, представьте у него, да, какие корни у этого дерева. Это пиздец, бля. Ушки тарлихан. Много шундыдринда, он да что-то написано, но уж не буду уж подходить. С великом тяжело ходить. Ну, короче, какой-то американский гигантус, блядь. Вот так вот. Вот так вот. Много, на куртагис какой-то весь. Удур-будур. Это тоже огромно. Ну да, сагат, наверное, сколько там? 4, сколько время-то сейчас? Неизвестно. Ну-ка сейчас посмотрим. 4:40. Детей со школы забирают. Видите, что-то упало, стулку поставили. Растет так, что ли, оно? Еще за хрень так растет. Видите, как растет? Согнулось дерево. Вот такой же гигантус, видите? Или какой он? Ну да, тот же. И вот ему дают стойку и растет дальше. Видите? Не выкидывают. Написано что-то. Вот. 2004 года посажено, блядь. 29 ноября, наверное. Локация Джумеля, entre Sequoia, Pleuroa. Это планта. De Нэнси какая-то. Ансен, министра, Вилля де Мюр, бургмейстер де Лиге. 29 ноября 2004 года посажено. 21 год назад. Вот всего лишь это за 21 год выросло, мына көрдіңіз? Вот эта толщина. За 21 год. А теперь, значит, ебать. Вот теперь добавьте вот эту толщину. Грубо говоря, 20 сантиметров диаметр. Ну, 25 диаметр. И тыгene вспомним. Вот добавьте инда. Кәмеда 200-300 ел, блядь, мнарға, значит, блядь. 20 лет. Ни хрена себе. Ну, 150-200 точно бар инда, мына ағашқа, блядь. Охренеть. Так, ладно. Вылазим, что ли? Можно было бы еще где-нибудь походить. Ну, ладно. Ну, короче говоря, 21 год. Ну, вот тоньше этого дерева. Вот так вот. Ну, вот так посмотришь, да, ведь больно. Здесь, что интересно, короче, вот парки какие-то, да, ведь
больно вот этого расхода нету здесь на парках. Вот я что заметил. Больно расхода нету. Вот все по-простенькому. Вот видите, вот парк, да, вот простенько все. Ничего нету. Вот когда-то что-то было, все стоит как есть. Вот так. Понимаете, здесь нет расход. Они делают расход. То ли финансирования нету, то ли что. Хз, блядь. Ну вот эти деревья тоже огромные, видите? Это какие-то другие. Дубы всякая вот эта хуйня, наверное, местная. Шундайхаль. Вот так вот. Вот такой вот парк. Можно вот туда вниз еще спуститься. Вон оттуда по краям пройтись еще можно, конечно. Ну, что-то не вижу смысла. Так, можно вернуться обратно назад, можно вернуться вперед. Хз, короче, подумаем. Так, вот такие дела. Скамейки, главное, есть везде. Посидеть. Ворона. Шундайхаль, дуслар. Ну, этот. Кулда то был мы екен. Кул и ойша, и этот, иши, короче. Кул. Хакереган оғаш, блин. Видите, вот. Пытаются его, как бы, ну, я не знаю, куда-то привяжут его, наверное, или что. Почему они так оставили его в кривом виде? Интересно. Будут, наверное, смотреть дальше. Посмотрим потом. Вот такой вот парк. Но это сейчас пока не видно, а вот когда начнутся цветы здесь, пипец, откуда-то повылазят цветы, вот отсюда выйдут цветы. То ли привезут, посадят, то ли сами выйдут, я не знаю. Но тут было в прошлом году этих нарциссов до хрена было, тюльпанов до хрена, всякое вот это. Оно повылазит им, само собой, потом. Они пока еще спят, луковицы. Лай. Ну, Дуслар, что я могу сказать? Пока давайте будем тогда заканчивать эту тему. Вечером, да, встретимся. А пока я пойду, что-нибудь поснимаю для ТикТока. Там тоже контингент людей сидит. Надо поснимать. Отсюда вытаскивать тяжело потом все равно. Все это не вытащишь. Сколько часов? Вот 1 час 12 минут. Это минимум, наверное, уже гигабайтов 2-3, наверное, если не больше. Зашло туда. Так вот. Шундайхаль, дуслар. Ярар. И сеансо будем дома. Дома будем вечером стрим делать будем. Будем хуярить узкожопых пидорасов. Так. Вот так вот. Вот это какой-то Павел Наговицын, блядь. Хуевицын, блядь, нахуй. Давай, как говорится, заходи вечером, блядь, попиздим. Вечером жду всех негативщиков и всех уёбков узкожопых тоже всех жду, короче. Будем, как говорится, контрабасить, нахуй. Хуесосить полностью Москву. Готовьтесь, как говорится. Сегодня будет жаркий эфир, блядь. Надеюсь, как говорится, интернет будет у меня. Не про этот. Интернетом у меня не облажаюсь, блядь. С интернетом. О, видите, люди бегают. Спорт — это жизнь. А не ходить нахуй на войну, блядь, сраную, блядь, узкожопую. Вот так вот. Ну, давайте, туғанлар, есен 4 часа разница, Башкортостан, блин. Имейте в виду, Башкортостан, Казахстан, Татарстан. Нет, Татарстан тоже. Узбекистан 4 часа. Казань, блин, 2 сағат разница. С Украиной 1 час разница. Так что вот так вот, примерно так я вам сказал. Вот сейчас время 4:47. 4:47 сейчас время здесь. Будем посмотреть ночью. У вас будет, конечно, это 4 часа плюс, короче, Башкортостанга. Примерно так. Ну, давайте, Дуслар. И сеансо. Потом выйду я вечерком. Ну, вот эти вот, если не трудно, вот на эти сайты, если можно будет, подпишитесь. Куда они делись, блядь? Я же их закидывал, блядь. Ни одного нету, блядь. Удалили, что ли, эти? Что за херня какая-то? Ну, я сейчас
Там увидите, где-то увидите, эфиры есть. На мою вот эту шапку профиля зайдете, там до хрена каналов. Вот там вы можете, если не трудно, подписаться, чтобы я подготовил другой канал тоже под эфир. Шулай. Ярар, рахмат, Исансо. Закрываю.